31 января ушла из жизни директор Международного фонда культуры писателя Фазиля Искандера Шазина Агарба. Ее имя связано с самыми популярными культурными событиями нашей страны. Среди них известный Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека», который был для Шазины Агарба не проектом, а частью жизни. Для нее Фазиль Искандер, я как уже говорила, это не работа, не проект. Это был какой-то вот ее какие-то духовные такие вот, духовная миссия, ее духовные поиски. Она была увлечена этим процессом. Во-первых, она знала всех, все его окружение. Она понимала, где что находится, что с чем соединить. И главными ее такими вот девизами было: если идея, то масштабная, если личность, то крупная, если какое-то дело, то не обязательно то, которое будет жить и развиваться дальше. Таким стал и фестиваль. Директор Русдрама Ираклий Хинба отметил, что фестиваль «Стоянка человека» за первые годы существования стал одним из крупнейших культурных событий страны. И в этом, безусловно, заслуга Шазины Агарба. В рамках этого фестиваля к нам приезжали выдающиеся люди, в частности, Александр Сакуров, Михаил Шемякин. И в нашем театре, который в том числе при содействии Шазины Агарба в 2017 году, которому было присвоено имя Фазиля Искандера, стал такой вот важнейшей площадкой этого фестиваля. И мы реализовали несколько совместных проектов. И вот в частности в июне 2021 года мы организовали режиссерскую лабораторию по произведениям Искандера. И Шазина была здесь, и она смотрела вместе со зрителями эти эскизы режиссерские. Вот один из этих эскизов в июне нынешнего года будет превращен в спектакль. То есть то дело, которое она создавала, оно живет, и оно будет жить, и будет обязательно продолжаться. Ираклий Хинба отметил, фестиваль «Стоянка человека» должен продолжаться и после ухода из жизни Шазины Агарба. Это будет данью памяти и признанием ее работы и труда. Конечно, ее уход – это вот огромная потеря и в человеческом смысле, потому что она удивительный была человек. Все, кто с ней общался, знали ее образованности, интеллектуальных ее качествах и свойствах ее души, человеческих свойствах, ее любви к Абхазии. Она была патриотом в высшем смысле этого слова. Деятельность Шазины Агарба выходила за пределы «Стоянки человека». Еще в 2000 году она открыла в Москве галерею мастеров современного искусства «Шазина» и использовала любую возможность, чтобы проводить там выставки абхазских художников. Можно говорить о абхазских художниках. И галерея «Шазина», которая возникла в 2000-х годах. Все эти годы она была примером такого хорошего художественного вкуса, да, такой стабильной деятельности. И она сделала очень многое для того, чтобы творчество абхазских художников, которые были представлены в ее галерее, они стали частью международного культурного пространства. Она прекрасно понимала международный контекст. И выставки Адгура Дзидзари, Алексея Шервашидзе, выставки Варвары Бубновой. Она невероятно гордилась выставкой «Арт Монако», которая прошла в 2011 году. Галерея Шазина провела в Монако, и для нее это было невероятное достижение, потому что это были абхазские художники, чьи работы были представлены на таком очень высоком уровне. Эльвира Арсали отметила, что в этот последний для Шазины Агарба приезд на родину им удалось увидеться и прогуляться по столичной набережной, полюбоваться эвкалиптами, которые они высадили в рамках одного из проектов. Все мысли и идеи Шазины Агарба были направлены на модернизацию и улучшение культурной жизни нашей страны, отметила директор ЦВЗ. Вы знаете, я Шазину видела несколько раз в год, потому что мы живем в разных городах. Но ее присутствие в моей жизни, оно было все те годы, пока мы дружили. Я прекрасно понимала, что это друзья, которые существуют внутри нас. Они всегда с нами. И меня всегда удивляло в ней качество. Во-первых, это абсолютная преданность в дружбе. И умение понимать все стороны жизни. Она не была оторвана от нашей жизни только потому, что жила и занималась искусством. Она прекрасно понимала все стороны жизни. Ее иногда такие мудрые, иногда житейские советы, иногда просто отвлеченные взгляды. Меня удивляла такая широта взглядов на ту или иную проблему. Мы потеряли большого друга. И
я могу сказать, что мне вот кажется, что даже вот в Абхазии она не до конца раскрытая личность. Мы часто, общаясь с ее коллегами и друзьями там, в Москве, я понимала, как они считаются с ее мнением. И в дружбе она была, как и во всем, очень преданна, очень искренне. Человеком она была очень духовно сильным, очень. Директором Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агарба не стала на 64-м году жизни. Похороны состоятся 3 февраля в селе Лыхны. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абазатова.